Юсуф Рахмон обеспокоен увеличением в СОГДе террористических и экстремистских преступлений. В России задержали главаря группировки воинствующих блогеров из Таджикистана. Украина подготовила 40 тысяч бойцов для контрнаступления. В мечети Аль-Акса вторую ночь подряд происходит столкновение палестинцев с израильской полицией. Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон обеспокоен увеличением числа молодых людей в Сагдийской области, присоединяющихся к экстремистским партиям и движениям. Об этом он заявил на заседании рабочей группы правительства Таджикистана в городе Канибада, посвященной призыву, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры. По его словам, на севере страны террористические экстремистские преступления увеличилось на 17,5%. Больше всего в стране такие случаи зарегистрированы в городах Канибадам и Исфара, подчеркнул Юсуф Рахмон. По его данным, 6 жителей города Исфара и 2 Канибадама в настоящее время получают незаконное религиозное образование за границей. В ходе этой встречи обсуждались вопросы весеннего призыва молодежи в ряды вооруженных сил и военно-патриотической подготовки граждан, отмечается в сообщении. Юсуф Рахмон сообщил, что в отношении 6 жителей города Канибадам и 7 жителей Исфары возбуждены уголовные дела за отказ проходить военную службу. Генпрокурор подчеркнул, что согласно указаниям правительства страны, руководители и чиновники должны быть лидерами и образцами для подражания в деле мобилизации своих детей на военную службу. По данным Генпрокуратуры, 17 чиновников из Канибадама и 6 чиновников из Исфары отправили своих детей на военную службу. Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве задержали предполагаемого организатора молодежной преступной группы, состоящей из уроженцев Таджикистана, которые специализировались на избиениях людей в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Свои нападения таджикистанцы снимали на видео, а ролики выкладывали в социальные сети. По данным издания «Коммерсант», расследование масштабного уголовного дела, в котором подозревается группировка уроженцев Таджикистана, началась с регистрации в разных районах Москвы необычных эпизодов хулиганства. Небольшие группы парней без видимых причин нападали на посетителей торговых центров и избивали их. Видео своих нападений таджикистанцы затем распространяли в соцсетях, демонстрируя таким образом вседозволенность и пренебрежение к окружающим. 5 участников, произошедших в начале февраля в одном из супермаркетов на Варшавском шоссе по Досовке, удалось задержать. Ими оказались таджикистанцы 2004, 2002, 2006 и 2007 годов рождения. Злоумышленников обвинили по второй части статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих заключение на срок до 7 лет за групповое и заранее подготовленное хулиганство. При этом лидеры группировки, которым по информации «Коммерсанта» является 21-летний студент Московского колледжа инновационных технологий и сервиса Тило Маматнабиев, в числе отправленных под арест изначально не оказалось. Маматнабиева сотрудники правоохранительных органов задержали в Химках 5 апреля. В ближайшее время Пресненский райсуд Москвы изберет ему меру пресечения. Украина подготовила 8 новых штурмовых бригад общей численностью 40 тысяч человек для контрнаступления. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на обучающихся украинских новобранцев и их командиров. Цель контрнаступления, к которому готовится Украина, освободит занятые Россией территории. Новобранцы и их тренеры сообщили журналистам Рейтер, что контрнаступление ожидается в ближайшие недели или месяцы. Новые бригады формировала МВД, они будут сражаться вместе с регулярной армией. Бригады получили названия «Стальная граница», «Ураган», «Спартанец», «Червона калина», «Рубеж», «Ярость», «Азов» и «Карадак». Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил агентству, что среди новобранцев есть женщины, люди без военного опыта, а также бывшие полицейские и военнослужащие. По его словам, обучение гражданских лиц без опыта займет до 4 месяцев, а бывших полицейских и военнослужащих – 2. В
феврале МВД Украины объявила о наборе новобранцев в гвардию наступления. Как сообщили представители Нацгвардии Украины, в конце марта было получено более 35 тысяч заявок от желающих попасть в гвардию наступления. Палестинцы забаррикадировались в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, а израильская полиция вторую ночь подряд предпринимает попытки штурма здания. По данным палестинского Красного полумесяца, в последних столкновениях пострадали 6 человек, об этом сообщает Ассоциация пресс. Департамент по делам Иерусалимского вакфа и мечети Аль-Акса сообщает, что полиция вновь применила гранаты с электрошоком и резиновые пули для разгона палестинцев. Правоохранительные органы Израиля заявили, что десятки несовершеннолетних правонарушителей бросают в полицию камни и вынуждают силовиков действовать, чтобы восстановить законность и порядок, передает АП. Вчера, 5 апреля, палестинское агентство ВАФА сообщило о рейде полиции Израиля в мечеть Аль-Акса. По информации агентства, силовики ворвались в мечеть и применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. Как сообщил палестинский Красный полумесяц, израильские силовики не давали медикам добраться до места происшествия и помочь раненым. Действия Израиля осудили, в частности, Иордания и Египет. Также 5 апреля представитель израильской армии Авихай Идри сообщил о том, что из сектора Газа по Израилю выпущено 9 ракет. По его словам, 4 из них сбили системы ПВО, а другие 4 упали на открытой местности, примыкающей к Газе.